наша путеводная звезда. Она не позволит нам сбиться с пути. По ней мы определяем свои главные ориентиры. Нурсултан Назарбаев. Первый музей Абая Кунанбаева открылся к 95-летию поэта в 1940 году в доме Анияра Молдабаева. С 1967 года музей разместился в старинном особняке купеческого дома. К 150-летию поэта было построено новое здание и создан единый комплекс литературного музея Абая. BF Korea Group представляет новую экспозицию литературного мемориального музея Абая, соответствующую международным музейным стандартам и современным технологическим решениям. Для его посетителей программа «Умный музей» автоматически управляет аудиовизуальным контентом музейной экспозиции, организованной по принципу «достоверно, познавательно, современно». В соответствии с расписанием работы музея, программа активизирует ее перед началом рабочего дня и выключает по завершению. Посещая музей, посетители входят в эпоху и мир Абая Кунанбаева, воссозданный современными технологиями. Следуя жизненному пути поэта и погружаясь в его творчество, каждый человек может увидеть, услышать и понять для себя поэтическое послание времени наследия Абая. Әрине, бұл музейдің жаңа концепциясы, музейдің жобасы дегенге қалай жауап бересің мына жаңа экспозицияның дегенге, оны бір сөзбен айту мүмкін емес. Бірақ дегенмен де бір мәселені анық білуге болады. Ол біріншіден осы үлкен жобаны жасаған осы команда негізінен біздің музейдің 80 жылда қалыптасқан барлық ақпараттық ғылыми негіздеріне оған өздері арқа сүйеген. Екіншіден, музей қызметкерлерімен көп ақылдаса келіп, өйткені Абайдың музейі жай музей емес, бұл классикалық музей. Міне бүгін Абай музейіне 80 жыл толып отыр. Осы 80 жылда Қазақстандағы тұңғыш мемориалдық әдеби музей. Оны музейлендіру жұмысы ол оңай емес. Сондықтан осы Ринат бастаған үлкен команда авторлық жобаға біз соны ұтып алған бірге жұмыс істедік. Сол кезде бұл кісілердің өзінің тәжірибесі барын көрсетті. Знакомство с миром творчества великого Абая в новой экспозиции музея начинается с зала с именем поэтического цикла Абая «Времена года». Нас встречает образ юрты как символ единства жизни народа, скрепленный высокой поэзией Абая. В музейных витринах самые ценные экспонаты, памятные личные вещи Абая. В зале «Музыка степи» мы слышим уникальные мелодии Абая. Благодаря современным технологиям, подходя ближе к витрине, посетители смогут услышать звучание именно того инструмента, который находится перед ними. В зале детства Абая посетители увидят гиперреалистичную композицию фигур юного Абая, бабушки Зире и Акына Байкокше, воссозданную по картине Волощука. Увидят сказки Зире-апа, оживающие на глазах у посетителей, услышат любимые песни Абая, Акына Байкокше. Зал становления рассказывает о юности Абая, о зарождении его творчества под влиянием отца Кунанбая, учителя Ахмета Резы, политических ссыльных и мировой литературы, частью которой он станет в будущем. Голографически воссозданный образ сына Абая Турагула расскажет о своем отце, его жизни и творчестве. А на тач-экранах посетители смогут пролистать редкие книги, с которыми Абай познакомился в юношестве. В зале творчества мы погружаемся в мир высокой поэзии Абая, знакомимся с его общественной деятельностью. В мультимедийном комплексе ознакомимся со всем наследием великого поэта.
зале наследия Абая представлены поэты его школы, как ветви великого древа национальной казахской поэзии. Продолжая путешествие в мир эпохи поэта, мы видим в зале «Семья Абая» – гиперреалистичную реконструкцию фотоателье с фигурами Абая и сыновей Акылбая и Турагула. В музейных витринах уникальные свидетельства жизни Абая и его потомков, а на мультимедийном экране можно узнать все о детях, женах и потомках поэта. Мы входим в зал «Слова назидания», в котором благодаря проекционной панорамной технологии зритель сможет почувствовать всю силу слова Абая, послания казахскому народу и к сердцу каждого человека. В следующем зале можно получить наставление от великого поэта, когда на раскрытые ладони опускаются светом и звучат сакральные строки «Карасос», обращенные к человеку. Ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Имя Абая запечатлено в городах, памятниках, улицах, площадях по всему миру. Вы увидите мировую историю памяти поэта на проекционном экране в зале «Имя Абая». Совместными усилиями сотрудников музея и командой Рената Кудусова осуществлен новый проект «Музейная экспозиция», посвященная творчеству и жизни казахского поэта Абая Кунанбай-Улы. И этот проект, эта новая экспозиция, я надеюсь, понравится нашим жителям и гостям города. И каждый посетитель музея, поделившись своими впечатлениями, привлечет к посещению музея еще больше гостей, еще больше посетителей. В мультимедийном зале мы знакомимся с поэтическим и музыкальным наследием Абая. Тут представлена богатая мультимедийная библиотека, в которой собрана музыка и клипы в исполнении лучших музыкантов и певцов, художественные и документальные фильмы, концерты и постановки, более 300 часов контента. Детская комната приглашает детей для знакомства в игровой форме с национальным казахским наследием и творчеством Абая. Новые экспозиции и в залах медресе Ахмета Резы, историческая реконструкция школьного класса, мечети, история Востока в творчестве Абая и зал инклюзивного обучения. В купеческом доме для вас открыта публичная библиотека, картинная галерея, клуб казахской поэзии и зал абаяведения. Обновленная экспозиция встретит вас в доме музея Абая в Жидебае и в доме музея Мухтара Ауэзова в Барели, автора романа эпопеи «Путь Абая». В 21 веке происходит новое прочтение вечно молодой и живой классики. Увидеть и прикоснуться к истории наследия великого гуманиста и поэта можно уже сейчас. Двери музея открыты и готовы погрузить и познакомить вас с наследием казахского поэта, философа и гуманиста. Его труды являются неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры, а его имя стоит в одном ряду с величайшими поэтами современности. Его пламенные строки никогда не утратят своей силы и свежести. Расцвет нашей литературы тесно связан с мудростью великого мыслителя Абая. Его произведения являются духовным достоянием всего человечества. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.